Здравствуйте, меня зовут Скрябина Мария. Я ученица 10 класса школы номер 35 города Якутска. Мой проект — участники и ветераны Великой Отечественной войны села Едейцы Намурского улуса. Праздник, посвященный Дню Победы, один из самых важных в году. Все люди должны знать, как долго нашей стране далась эта победа. Воспитание любви к своей родине, патриотических чувств начинается с самого малого, с памяти о тех, кто отдал свои жизни за родину, и поэтому эта тема актуальна всегда. Цель моей работы — создать базу данных участников и ветеранов Великой Отечественной войны села Едейцы Намского улуса в годы войны и послевоенные годы. В соответствии с целью были поставлены следующие задачи. В ходе работы я использую следующие методы: поисковый, исследовательский, практический и обобщение полученных данных. Село Едейцы — малая родина моей мамы. Там живет мой дедушка Эвесов Иван Матвеевич, 1939 года рождения. Ветеран труда, почетный гражданин Намского улуса. Война отстала, когда ему было всего 2 года. Поэтому мне захотелось больше узнать о военном времени, о людях, внесших свой вклад в победу над фашизмом, которые жили рядом с нами. Из архивных материалов известно, что из села Единицы на защиту Родины ушли всего 149 человек. Из них не вернулись домой 91. По этим данным я создала таблицу. Фамилия, имя, отчество, год смерти, места захоронения, без вести пропали, места захоронения неизвестны. Известно только места захоронения у 27 участников. 20 участников пропали без вести. Места захоронения неизвестно у 41 участника. Из них 2 умерли в Ленинградской блокаде. Нет никаких данных у троих. По этим данным я создала диаграмму. Из войны вернулись всего 58 участников. По этим данным я создала таблицу: фамилия, имя, отчество, год рождения и смерти, их награды, места сражения, трудовая деятельность. Из них всего 16 участников сражались на Восточном фронте. По этим данным я создала такую же таблицу. Ветераны принимали участие во многих битвах и сражениях Великой Отечественной войны. На карте показаны звездочками. За проявленное мужество, отвагу и геройство были награждены орденами и медалями следующие участники ветераны войны. Показала, кто какие ордена и медали заслужил. По этим данным я сделала такую диаграмму. Вернувшись на родину, они сразу окунулись в послевоенную жизнь, работали, не покладая рук. Из данных таблиц сделала диаграмму, где видно, что ветераны, несмотря на ранения, работали в колхозе. Также проходили обучение и стали служащими в разных отраслях народного хозяйства и занимали руководящие должности. В заключение хочу сказать, что воспитание любви к своей родине, патриотических чувств начинается с самого малого, с памяти о тех, кто отдал свои жизни за родину. Проектная работа помогла собрать и изучить информацию об участниках Великой Отечественной войны,
тружениках тыла об их вкладе в победу над немецко-фашистскими захватчиками. Систематизирован собранный материал, составлена статистическая таблица, база данных эти таблицы диаграмм. Расширено знания о Великой Отечественной войне. Данный проект поможет нам повысить уровень знаний об истории Великой Отечественной войны «Малой Родины». Проект был представлен на школьной научно-практической конференции «Помним, гордимся», посвященной 75-летию Великой Победы. Данную работу можно использовать на уроках истории, на классных часах и во внеурочной деятельности. Спасибо за внимание.